Сегодня в Якутске начало свою работу очередное пленарное заседание депутатов Госсобрания Илтумен. Прямо сейчас в здании Республиканского парламента работает мой коллега Александр Лысак. Александр, здравствуйте. Расскажите, сколько вопросов в повестке заседания и какие из них уже обсудили народные избранники? Да, Павел, здравствуйте. В первом после каникул заседании Госсобрания принимает участие 57 народных депутатов. В повестку заседания вошло около 40 вопросов, и 5 из них парламентарии обсудили еще до первого перерыва. В частности, избранные мировые судьи по 3 участкам, это в Якутске, Нюрбинском и Верхнеколымском районах. Один из наиболее важных пунктов повестки – это внесение изменений в бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Здесь стоит отметить, что парламентарии утвердили эти изменения сразу в первом, втором и окончательном чтениях. Корректировка коснулась только этого года, и, как рассказал парламентариям министр финансов Валерий Жандуров, в бюджет поступили более 12 миллиардов рублей дополнительных доходов. Таким образом, общий размер доходов составляет 171 миллиард рублей. Вместе с тем выросли и расходы, порядка около 10 миллиардов. Более подробно об изменениях нам рассказал Юрий Николаев, это председатель бюджетного комитета Госсобрания Илтумен. Давайте послушаем его. Мы снизили дефицит бюджета впервые, в моем понимании, в моей бытность моей работы, на 1,8 миллиардов рублей. Доходы, которые мы дополнительно получили, очень большая сумма мы получена от налогов на прибыль из предприятий, которые входят в состав КГН. Это консолидированная группа налогоплательщиков. Если раньше мы про них, в общем-то, много было довольно-таки отрицательные, именно эти решения о создании КГН. Тем не менее, сегодня при не очень хорошем ситуации наших предприятий, это особенно касается Якутугля, тем не менее, в целом Мечел отработал по Российской Федерации положительно. В связи с этим мы получили дополнительные доходы практически на 9 миллиардов рублей плюсом. В конце добавлю, что депутаты также рассмотрят изменения в закон о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В третьем чтении депутаты обсудят запрет на розничную продажу алкогольных энергетиков на территории Якутии. Одним из последних пунктов повестки станет рассмотрение постановления об организации работы над федеральным законом о предоставлении и правилах предоставления земельных участков на территории Дальнего Востока. На этом у меня пока все. Павел. Спасибо, Александр. Я напомню, что на прямой связи с нами был Александр Лысак, который следит за ходом пленарного заседания Госсобрания Илтумен.